много ребят, которые хотели выступить на этом турнире. Взвешивание прошло успешно. М1 битва в Назрани уже завтра. Начало в 16:00. Ждем 18 поединков, 3 супербоя. На сегодня традиционное взвешивание. Это все, конечно, будет способствовать развитию, повышению, так скажем, уровня рождаемости. Чтобы росли большими и крепкими. Как в Ингушетии пекутся о здоровье молодых мам и их малышей. Перинатальный центр в действии. Мы установили место проживания данного водителя, который нарушил выезд на полосу встречного движения. Вызвали его управлению госавтоинспекции для дачи объяснения. Ох уж эти маневры на дорогах. Почему не туда рулят и куда спешат, пренебрегая собственной безопасностью? Рина Цычуева разбиралась. Классика дает возможность человеку углубиться в свое «я», в свою душу. Музыка призвана рождать в душе пламя. Слова великого Бетховена взяла на вооружение Гаянэ Джаникян и с успехом воздействует на публику. За один алгоритм можно собрать верхнюю шапку практически из любого случая. Задал задачку этот Рубик. Кто подозревал, что 73 года назад появится головоломка, благодаря которой сегодня заговорят об Амире Мужихаеве. Это новости 24. Добрый вечер. В Магасе прошла традиционная церемония взвешивания бойцов перед турниром М1 Челлендж «Дорога в М1. Битва в Назрани». Всего в рамках бойцовского вечера запланировано 18 поединков, в том числе и 3 супербоя. Заявлены спортсмены из разных регионов России и мира. Некоторые бойцы прибыли в Ингушетию за несколько дней до турнира с целью акклиматизироваться. Ингушетию на битве представят 14 бойцов, в том числе и дебютанты. Битва обещает быть жаркой. Не пропустите это зрелище. Начало в 16:00 во Дворце спорта имени Берда Евлоева. Это довольно такое большое количество боев, но желающих было много. Ребят, которые хотели выступить на этом турнире. Взвешивание прошло успешно. Там 1-2 желтые карточки получилось. Некоторые не уложились в вес, но в основном все уже сделали вес. И завтра будут уже биться. Итак, файт-карт известен. В рейдж, напомню, выйдут 14 наших земляков. Сейчас нагрузки спортсменам противопоказаны. Они проводят легкие тренировки под контролем тренеров. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Тамерлан Аздоев не понаслышке знает вкус победы на турнирах под эгидой M1 Global, и к очередному бою он подходит во всеоружии. Старший брат Тамерлана, известный в широких кругах ММА Ингисхан Аздоев, уже давно доказал всем, что не зря зовется топовым бойцом в своем весовом дивизионе. Тамерлану только предстоит прокладывать себе дорогу к самым престижным турнирам ММА, и ради этого он выкладывается на 100%. Состояние, можно сказать, не из лучших, так как сидим на диете и подгоняем вес. Подготовка у нас проходила в Махачкале, клуб «Горец». Тренировали, проводили сборы 2 недели. Так оставшееся время тренировались у нас в республике с нашими лучшими бойцами. Под эгидой M1 Global на битве в Назрани ингушские файтеры уже в 9-й раз выйдут в рейд. 16 октября ожидается яркое спортивное шоу, и обеспечить его должны в том числе и бойцы клуба «Нарт». Еще один новичок в мире ММА Асхаб Мазаев. Соперника он узнал не так давно, поэтому изучить его детально времени практически нет. Впрочем, ожидаемая поддержка публики вселяет в спортсмена уверенность, а с четким выстроенным планом в бою задача становится еще легче. На этом турнире так хорошо чувствую себя. Вес не гонял вообще. Буду драться 84 килограмм. Посмотрим. Поддержка. Ради этого мы деремся. Поддержка важна очень. Когда бывает много зрителей, волнений, там хочется выиграть. Переутомляться спортсменам перед битвой не рекомендуется. Слишком высок риск получения травмы, поэтому упражнения бойцы выполняют под грамотным присмотром тренера. Тренировки – это залог всего, только важно и после выхода в рейдж оставаться спокойным и следовать четкому плану. Тренировка сегодня на ударную технику идет. Сегодня ребята, они подводящие упражнения все сделали сегодня. Сейчас они будут у нас в парах работать. Отработки делать. Я думаю, очень перспективные ребята. Отбирали самых лучших. У нас большая пауза была. Нарт не тренировался.
начинать снова было нелегко. Ну, любое дело начинать нелегко, но мы начали, мы работаем. У нас есть очень хорошая команда тренеров, очень хорошая команда бойцов. Еще один наш земляк, который уже заявил о себе на прошедших турнирах. Иса Ханиев по прозвищу Алан прошел подготовительные сборы и теперь подходит к турниру в отличной физической форме. Теперь главное показать красивый поединок. Такого акцента я не делал, больше работали на выносливость, на ударной технике. Спортсменам остается набраться сил перед боями, а зрителям терпения. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. Совет Федерации на пленарном заседании официально назначил дату выборов президента на 18 марта. Верхняя палата приняла соответствующее постановление, которое вступит в силу с момента его официального опубликования. После этого будет дан старт избирательной кампании. Накануне секретарь Центрального избиркома Майя Гришина сообщила, что в президентских выборах могут принять участие до 15 кандидатов. Напомним, на прошлой неделе о намерении баллотироваться на очередной срок объявил действующий президент Владимир Путин. Ранее об этом также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский. Активизировать работу по выдаче паспортов. Такое поручение дано главой региона работникам МФЦ. Это связано с предстоящими выборами главы государства. В МФЦ заверили, что непосредственно в день выборов постараются, чтобы любой обратившийся смог забрать свой документ, не дожидаясь, как обычно, месяца, а сразу же в день подачи заявления. 18 марта будут работать все территориальные подразделения. Сжатые сроки будут выдаваться паспорта. Мы постараемся, чтобы каждый гражданин, желающий проголосовать за президента Российской Федерации, получил паспорт в тот же день. Имеется в виду тот же день обращения. Только подали документ? Да. Подал документ в тот же день, чтобы они получили паспорта. С момента запуска перинатального центра ингушские медики уже приняли 1500 родов с различными патологиями. Новые меры поддержки материнства и детства, обеспеченные в стратегически важном медучреждении, напрямую повлияли на демографическую ситуацию. Зафиксировано снижение младенческой смертности в республике. Репортаж Мадины Пугоевой. Здесь есть небольшой тонус, ничего страшного в этом нет. К доктору вы когда записаны на прием, к своему лечащему? До родов еще далеко, однако за состоянием ребенка в Республиканском перинатальном центре следят уже сейчас. Патология беременности еще не повод отчаиваться, уверяют медики. Малыша в условиях высокотехнологичной оснащенности будут выхаживать лучшие врачи республики. 6 реанимационных залов готовы одновременно оказывать необходимую помощь новорожденным с различными патологиями. 2 месяца назад сюда попал и ребенок с экстремально низкой массой тела. Его пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Кропотливый труд медиков дал положительный результат. Нестабильная гемодинамика у него была. Сейчас с положительной динамикой мы его сняли с аппарата, ребенок дышит самостоятельно, никакой респираторной или кардиотонической поддержки ребенок не требует. С весом более килограмма перевелся в отделение патологии. Сейчас мальчика выхаживают в кувезе, и хотя вес он уже набрал, самостоятельно питаться малыш еще не может, поэтому кормят его пока через зонд. Таких как он в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей сейчас не 1 десяток. В данный момент в нашем отделении находится более 20 детей. У каждого из них свое заболевание, свой диагноз. Это очень разные дети. Кто-то у нас лежит 5-7 дней, кто-то у нас лежит месяцами. Все зависит от конкретного ребенка, от его болезней и лечения, от того, как он реагирует на все это, насколько хорошую он дает динамику. С момента запуска перинатального центра ингушские медики уже приняли 1500 родов с различными патологиями. В 28 случаях на свет появились тройни и двойни, а госпитальная служба центра пролечила около 4000 беременных женщин. О том, что молодые специалисты нового медицинского учреждения уже показывают хорошие результаты, говорит и количество проведенных ими высокотехнологичных операций. Число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся, ну так показатель, то есть 12 промилле было, то на сегодня, вот мы просмотрели буквально здесь показатели по ноябрю месяцу, вот по 11 месяцам, этот показатель составил 7,8 промилле.
Молодым мамам только радоваться. Помимо успешно функционирующего перинатального центра, особый подарок они получат в новом 2018 году. Госдума одобрила предложение Владимира Путина продлить программу «Материнский капитал». За счет него можно будет оплачивать услуги по уходу за малышом, начиная с 2-месячного возраста. Также многодетные семьи смогут получить льготный ипотечный кредит. Ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых. Объясню. К примеру, сегодня средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет, по данным Банка России, 10,05%. То есть в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие 5 лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей. Еще поподробнее скажу. Программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, предусматривает субсидирование процентной ставки сверх 6% при рождении второго ребенка в течение 3 лет с даты выдачи кредита, третьего ребенка в течение 5 лет с даты выдачи кредита. С Нового года начнет действовать и новая программа выплат из госбюджета на рождение первенца. Это пособие ежемесячно будут получать те семьи, чей общий доход не превышает 40 тысяч рублей. При этом финансовая помощь молодым мамам будет оказываться индивидуально. В различных регионах страны сумма варьируется в зависимости от прожиточного минимума. Сумма ежемесячного пособия составит 9241 рубль, так как прожиточный минимум на детей в Ингушетии установлен согласно постановлению правительства номер 137 от 7 сентября 2017 года 9241 рубль. Глава государства также отметил, что благодаря возможности получать материнский капитал в виде выплат, молодая мама после рождения ребенка сможет продолжить образование или выйти на работу. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству в кратчайшие сроки ликвидировать очередь в яслях. За 2 года в регионах должны быть созданы 326 тысяч мест для детей в возрасте от 2 месяцев и до 3 лет. Это все, конечно, будет способствовать развитию, повышению, так скажем, уровня рождаемости, улучшению демографического состояния в стране, потому что мы вот в предстоящие несколько лет ввергаемся в демографическую яму. Это вот то время, начало 90-х годов, когда у нас резко упала рождаемость, и у нас сегодня наблюдается вот такая яма, которая будет несколько лет демографическая, и не исключено, что в связи с этим будет увеличен пенсионный возраст. Впрочем, о нововведениях молодые мамы уже наслышаны. Ребенок Амины Арсельговой на свет появится еще не скоро. Возможно, женщина тоже сможет получать дополнительные выплаты от государства. Это решение президента страны станет хорошим подспорьем для многодетных матерей, уверена она. То, что есть поддержка, это очень-очень радует. Это довольно конкретно стимулирует молодых семей. На сегодняшний день, как мы с вами знаем, очень много молодежи. С каждым годом все больше становится молодых семей, и это очень хорошая поддержка, я считаю. И лично для меня это большая помощь. Дополнительные выплаты молодым мамам, продление материнского капитала, запуск перинатального центра, строительство новых дошкольных учреждений и сокращение очередей в детские сады. А с принятием новых мер по поддержке материнства и детства улучшится и демографическая ситуация в регионах. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Рамазан Миржоев, Новости 24. Число мобильных врачебных бригад в России увеличилось несколько раз благодаря программе развития здравоохранения до 2020 года. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева на семинаре совещания уполномоченных по правам человека и ребенка. Благодаря развитию первичной медико-санитарной помощи в некоторых регионах с труднопроходимыми дорогами, например, на Дальнем Востоке или в Магадане, диспансерным оборудованием оснащают КАМАЗы. Замминистра также добавила, что 34 региона, получившие субсидии на санитарную авиацию, уже демонстрируют снижение смертности. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечают сегодня по всей России. Эту дату учредили в 1991 году по решению Союза журналистов страны. Время, когда работать приходилось в жарких условиях. Сотни человек за правду поплатились жизнью, не считая тех, кто до сих пор числится в списках пропавших без вести. И сейчас эта профессия не менее опасна, и с каждым годом список пострадавших журналистов становится все длиннее. Только в 2015 году, по данным Международного комитета защиты
защиты журналистов в мире были убиты 50 журналистов. В 2016-м 18 человек, в этом году 13. Одними из самых опасных стран для представителей СМИ даже в наше время стали Мексика, Турция, Сомали, Сирия, Израиль, Ирак, Индия, Афганистан, Бразилия и Украина. По статистике, в России каждая 9-я авария происходит по причине обгона. Выезд на встречную полосу практически всегда чреват последствиями для автолюбителей. Это еще хорошо, если в случае зафиксированного нарушения водитель просто отделается штрафом. Плата может быть куда драматичнее. Репортаж Ирины Цычуевой. Складывается ощущение, что водитель автобуса вовсе не знаком с правилами ПДД. На ролике видно, как он резко выскакивает на встречку, не обращая при этом внимания ни на сплошную полосу, ни на других машин. А ведь водитель рискует своей и чужой жизнью. Сотрудник госавтоинспекции, управляя своим гражданским транспортом, выявил факт нарушения, как водитель автобуса выезжает на полосу встречного движения. Вот. В отношении этого водителя, который управлял транспортным средством, автобусом, было назначено административное расследование, было возбуждено административное дело. Его мы установили, место проживания данного водителя, который нарушил выезд на полосу встречного движения, вызвали его управлению госавтоинспекции для дачи объяснения, как он нарушил это правило, что его заставило нарушить эти правила дорожного движения. Лихачом оказался 24-летний Майсагов из Альтиева. За грубое нарушение правил дорожного движения по статье 12 и 15 «Выезд на встречную полосу» нарушителю придется выплатить штраф от 5 до 15 тысяч. Мы все знаем основные причины дорожно-транспортного происшествия, которые приводят к тяжким последствиям. Это выезд на полосу встречного движения и превышение установленной скорости. Тем более водитель автобуса нарушает такие правила, это вообще недопустимо. Такие грубые нарушения не редкость, особенно на дорогах региона. Зачастую многие автолюбители начинают вести себя как гонщики, выезжая на встречную полосу с полной уверенностью, что обгонят. Говоря иначе, напрочь пренебрегают абсолютно всеми мерами безопасности. По статистике, в России каждая 9-я авария происходит по причине обгона. Сотрудники госавтоинспекции проводят оперативно-профилактические мероприятия и рейды по выявлению нарушений. У каждого инспектора в автомобилях установлены видеорегистраторы, по которым фиксируются нарушения и составляется административный материал. Более того, в регионе установили свыше 50 новых наружных камер. В госавтоинспекции делают все возможное, чтобы изменить статистику. Но пока автолюбители сами не начнут думать о себе и окружающих, ЧП на дорогах меньше не станет. Рина Цычуева, Магомед Урысханов, Новости 24. Сотрудники регионального совбеза сегодня навестили семью Альберта Хамхоева, задержанного в прошлом месяце. Родственникам предложили обратиться в адаптационную комиссию республики. Там им могут оказать консультационную и юридическую помощь в решении вопросов, связанных с задержанием сына. Также родителям разъяснили, что этот вопрос будет рассматриваться на встрече адаптационной комиссии, которая пройдет в конце этого месяца. По факту обращения родственников задержанного Хамхоева Альберта Адамовича, жителя сельского поселения Яндри, аппаратом Совета Безопасности были проведены ряд мероприятий по нарушению их прав, как они указали в своем обращении, а также и других мероприятий. После обращения были предприняты ряд мероприятий, по которому к данному задержанному был допущен адвокат, более того, был допущен уполномоченный по правам человека. В настоящее время по данному факту нами неоднократно были вызваны родственники задержанного, которые не явились в аппарат Совета Безопасности. По какому поводу они не пришли, у нас нет таких данных. Сегодня мы тоже попытались пойти к ним навстречу, даже подъехали по месту их проживания. Но, соответственно, в настоящее время мы не могли их установить, и к нам навстречу также не пришли. Хотелось бы отметить, что данная жалоба, которая была получена
Она будет рассмотрена в рамках адаптационной комиссии до конца этого года, и результатами данных мероприятий будут приняты соответствующие меры. Молодые ученые из Ингушетии представили свои работы в Москве на национальной выставке ВУЗ Промэкспо. Мероприятие направлено на демонстрацию лучших практик в сфере внедрения инновационных разработок в отечественную промышленность. На суд зрители и студенты ИНГУ представили инновационные разработки по созданию высококачественных сорбционных материалов для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, очистки и опреснения воды. Близкие аналоги закупают из-за рубежа по высоким ценам и в ограниченном количестве, которые не способны полностью удовлетворить потребности сырьевой базы страны. По сравнению с ними разработки ИНГУ имеют ряд неоспоримых преимуществ. Получаемые специалистами Центра материалы обладают высокой скоростью и степенью очистки воды, экологичностью и возможностью повторного употребления сорбента. К представленным материалам большой интерес проявили представители «Газпрома», инновационного центра Сколково и бизнес-структуры Королевства Бахрейн. Сейчас с их посольством рассматривается возможность заключения соглашения о начале совместного производства этого сорбента. Ну а в Назране открыли сквер в рамках проекта «Городская среда». Также рядом с администрацией города прошли народные гуляния в связи с награждением народного мэра Алихана Тумгоева. Он был отмечен в Кремле за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Подробнее в репортаже Зелимхана Калоева. Открытие преобразовавшегося сквера жители Назрани ждали давно. Это своего рода предновогодний подарок горожанам. Этот уголок станет излюбленным местом для проведения досуга жителей. Сквер почти и не узнать, говорят назрановцы. Раньше в дождь здесь всегда было много слякоти, а теперь появились тротуары и дорожки. Тамотик ценхалчи куга бех ценхалчи ког ценхалчи мот ценхалчи косхалчи коскет бахшнах арба губах догдох та губах шождил шожнах могуш хол уна ценхол ед обох будет на садот. Приятнее смотреть, когда все запущенное убирают, делают из него что-то более подходящее для людей. На харбиан пройти здесь берешь арбу але издикамадир делал как этому цене пусту ждох кое дикт. Сквер благоустроен в рамках федерального партийного проекта «Городская среда». В Ингушетии по этой программе реконструируются и благоустраиваются общественные территории и сквера. В этот проект наша республика активно включилась с 1 июля текущего года. Взяться за благоустройство именно этого сквера в рамках проекта решили не случайно, а по инициативе самих жителей. Они неоднократно обращались к общественникам и местным властям с такой просьбой и даже разработали свой проект по благоустройству, благодаря чему строители быстро взялись за работу. Впрочем, это далеко не единственный объект, в который вдохнут вторую жизнь. Проект 18-22 год, пятилетняя программа, то есть 23 год, пятилетняя программа, где нам будут выделяться также из этой программы средства. И у нас сегодня уже на сайтах администрации стоят оповещения, чтобы опять же население приняло свое участие. Впрочем, праздник чувствуется практически во всем городе. У площади перед местной администрацией многолюдно. Жители собрались, чтобы поболеть и поддержать народного мэра, которого сегодня наградили в Кремле за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Города долдиш, хожиш, ишер хожиш, нахал фиеш хожиш. Даже ценута учи арвяли ейтеждихуна, лерта саква, дик саква, аздасун алсын бартл али, с Путину сын луч благодарность дал дяхлол, дал нашли лол. Йожи наград, йож мы ун йож. Молла شي حبول بس بلغة بيسن دينا سقس زارجن يقول تخزيش يموت تويش قهيقش حوش دامسك غير. Назрановскую администрацию Алихан Тумгоев возглавил 5 лет назад и за это время доказал, что он самый народный мэр. Его достижения неоднократно отмечал и глава региона. За высокие достижения общественный труд Тумгоев удостоен высшей награды республики – ордена за заслуги.
Народные гуляния продолжались до самого вечера. Такой важный повод собрал жителей со всего города. Зильмхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сегодня в региональном управлении федерального казначейства отмечали две даты – 20-летие ингушского отделения и 25 лет со дня образования российского ведомства. Свой главный профессиональный праздник в управлении отметили награждением лучших работников. На торжественном мероприятии прозвучали поздравления и от имени главы региона, всего депутатского корпуса и руководства федерального казначейства. В ведомстве, где каждый день обрабатываются не просто цифровые данные, а самые главные финансовые показатели республики, ведется учет лицевых счетов участников регионального бюджета и насчитывается несколько территориальных отделов, помимо управления. Наша работа основная, чтобы те, кто работает с нами, открывали лицевые счета, производя какие-то перечисления, чтобы мы максимум внимания уделяли и оказывали ему содействие в решении тех или иных вопросов. До сегодняшнего дня я могу уверенно сказать, что нам это удавалось. Я думаю, что в последующем нам это удастся сохранить. Тот авторитет и то уважение, которое у нас, я считаю, что коллектив достиг вот за эти 20 лет с момента становления, образования, управления. Расходы пенсионного фонда на выплаты россиянам в новом году вырастут на 279 миллиардов рублей и составят более 7 триллионов. Расходы на социальные выплаты увеличатся почти на 12 миллиардов рублей и составят 981 миллиард. Так, страховые пенсии, включая фиксированную выплату неработающих пенсионеров, с 1 января следующего года будут увеличены более чем на 3%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит около 5000 рублей в месяц. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей. Повышенную пенсию мы уже получим в январе. Тем пенсионерам, которые получают пенсию до 12 числа месяца, на почтовых отделениях планируется выплатить до наступления новогодних праздников. Те, которые получают после них, после 12 числа, они будут, как обычно, по графику получать. И те пенсионеры, которые получают на банковские счета, они тоже получат до праздников. Заслуженные артисты Ингушетии, солистка Ростовской филармонии Гаяне Джаникян и Дмитрий Кривоносов выступили в камерном зале корпуса Ингушского госуниверситета. Там сегодня прошел концерт классической музыки. Артистка покорила публику своим тембром и репертуаром. Мария Местоева расскажет об уникальном мастер-классе. Музыкальный калейдоскоп или разнообразие классических произведений – Франция, Италия, Испания. Гаяне Джаникян может исполнить композицию на любом языке и любой сложности. Сильный и глубокий голос вокалистки не оставляет равнодушным даже тех, кто с классикой не очень дружит. Концерт очень праздничный, я считаю, он такой развлекательный. Но мы специально не брали эстрадное или что-то, потому что это даже, может быть, в лучшем исполнении можно услышать музыкантов, которые в этом направлении работают. Но нас больше интересует именно классика, потому что классика дает возможность человеку углубиться в свое «я», в свою душу, узнать даже, может быть, какие-то тонкости самого себя. Это тоже процесс самопознания. Камерный зал Ингушского государственного университета стилизован под времена Золотого века. Если закрыть глаза и позволить музыке протекать сквозь вас, то можно подумать, что прямо сейчас в этом зале в вихре танца мимо проносятся молодые девушки в платьях и их партнеры во фраках. Здесь звучат и композиции Шопена, и вокалистка то плавно, то в быстром темпе исполняет Кармен Жоржа Бизе. Широкий диапазон голоса Гаяне заставляет переживать каждую композицию. В зале много ребят, которые не первый год занимаются в Ингушской студии искусств. Кто-то из них уже успел поработать с Гаяне Джаникян. Она рассказывает, как нужно петь, что нужно петь. Что тебе нравится? Веселая, красивая и очень хорошо поет.
А кто-то, как Диана Бузуртанова, о мастер-классах от такой известной вокалистки только мечтает. Диана уже 8-й год занимается в студии искусств и считает, что самосовершенствоваться можно бесконечно. Каждый ее номер был наполнен какой-то радостью, потому что всем детям очень нравятся такие выступления. И Гаине, мне кажется, сама профессионал, так как она поет с душой, от чистого сердца. И это помогает детям понять музыку. Каждый мечтает с ней поработать, чтобы выступление было более насыщенное, так как у нее очень шикарный голос и поет просто замечательно. Преподавательский состав вуза тоже решил немного отвлечься от науки и разбавить будни классической музыкой. Захидат Султыгова – проректор ИНГУ. Блестящий химик и педагог от музыки сама далека, отдает предпочтение науке. Но почти вся ее семья интересуется игрой на фортепиано. Игра, конечно, пение действительно очень тронула всех, я думаю, весь зал. Очень хорошее пение, голос великолепный. И игра, конечно, на фортепиано тоже великолепная. То есть спасибо им за выступление, за такое хорошее. Заслуженная артистка Ингушетии и солистка Ростовской филармонии своим голосом покоряет зал и срывает заслуженный шквал аплодисментов. В скором времени Гаине Джаникян приступит к обучению ингушских детей вокалу. Ее воспитанниками станут дети Назрановской студии искусств. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Собрать кубик Рубика за несколько секунд сейчас едва ли кого можно удивить такими способностями. А вот если с закрытыми глазами или не руками, а с помощью пальцев ног, это уже мастерство. Амир Мужихаев с легкостью справляется с головоломками. Он кропотливо изучил систему и теперь применяет ее на практике. Лейла Гайсанова внимательно наблюдала. Одной левой собрать кубик Рубика за какие-то 20 секунд могут единицы. Увлекаться сложными головоломками Амир Мужихаев начал относительно недавно. Еще в мае этого года он был с ними на «вы», а сейчас уже старается побить мировые рекорды по сборке различных головоломок. Попытки собрать его у меня не увенчались успехом, но потом я посмотрел обучающие материалы в интернете, и они мне помогли в его сборке. Через 2 дня я уже мог собирать его за 3 минуты. Но этот результат меня не устраивал, и я начал смотреть продвинутые техники для сборки кубика Рубика. Тогда было 1,5 минуты примерно, сейчас уже в среднем 13-12 секунд. Но рекорд является 7 секунд, единичные попытки. А началось все с банального спора. Мама Амира Фатима в свое время увлекалась головоломками. Пик популярности этой игрушки пришелся на 1980 год. В то время его крутил каждый 5-й житель Земли. Но как таковых успехов Фатима не достигла. Перехват. Левый вверх. Верхний вправо. Амир поспорил с матерью, что сможет не просто собрать кубик Рубика, но и научиться делать это максимально быстро. После поставленной перед собой задачи мальчик начал изучать различные алгоритмы в интернете и смотреть обучающие ролики. А дальше вдохновлять Амира стали люди разных стран, которые собирали их вслепую, одной рукой и даже ногами. Теперь молодой человек уже сам научит любого сборки различных головоломок. За один алгоритм можно собрать верхнюю шапку практически из любого случая. Например, в этом случае это обходится 8 ходов. И последний, заключающий этап, это замена элементов между собой. В данном случае нам нужно заменить 2 угла и 2 ребра. И кубик собран. В зависимости от типа, головоломка предполагает решить зашифрованную особым образом задачу. Для того, чтобы справиться с ее решением, не нужны энциклопедические знания и эрудиция. Зато необходимы нестандартный подход, ловкость, сообразительность, логика и интуиция. Мегамикс собираю за 2 минуты. Данную головоломку собираю за 40 секунд. Пирамидкс собираю за 9 секунд. И скьюб тоже за 9 секунд. Собрать кубик Рубика вслепую для Амира тоже не проблема. Он заранее изучает сложность головоломки и уже потом берется за дело. Кубик Рубика от 2 на 2 до 7 на 7, часы Squires, Cube, Pyramix и Megamix. Более сложные головоломки, Змейка и Снежинка, самые легкие из них. Коллекция Амира пополняется. Так как в нашем регионе ими увлекаются немногие, в магазинах, кроме кубика 3 на 3, вряд ли что найдешь. Мальчику приходится заказывать все в интернете, а финансовую поддержку при этом оказывает мама. Мы начали с кубика Рубика за 50 рублей.
Потом пару раз заказывали по интернету, он сам заказывает, оплачиваем, по почте получаем. И вот последний заказ, у него был день рождения, я ему решила сделать подарок. Мне так понравилось, я никогда в жизни не забуду. Он, когда пришла эта посылка, последняя наша, он ее разбирает, короче, посмотрел на меня и говорит: «Мама, Хансосен счастливый, Ялар». Мне это очень понравилось, значит, он ощутил вот этот вкус счастья. Учитель математики, который преподает в классе Амира, уверена, мальчику все дается из-за математического склада ума. Я у него веду с 5 класса, сильные знания у него есть, во всем разбирается, база сильная, и экзамен он хорошо сдал, успешные результаты. И вот насчет вот этих головоломок, он увлекается, вот с лета, кажется, он увлекается этими головоломками. Именно вот математические знания, математические способности, я думаю, ему помогло в этом. Удивляет своими достижениями молодой человек и одноклассников, которые уверены в его успехах. Амир очень способный мальчик. Для нас это удивительно, потому что мы не можем элементарно собрать кубик Рубика 3 на 3. В дальнейшем я ему желаю больших успехов. Амир уверен, что будущая профессия, а он собирается стать адвокатом, не помешает ему и дальше заниматься любимым увлечением. И уже в ближайшее время он планирует принять участие в международном турнире по сборке головоломок. По мнению Амира, мозговое усилие в поиске нестандартного решения стало для него истинным удовольствием и мотивом к саморазвитию, и вряд ли он уже сможет остановиться. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.